Читаем российскую газету «Неделя» под номером 225 от 5 октября 2017 года. Статья «Добавят всем». Нянечкам в детских садах, кадровикам, юристам, бухгалтерам, работающим в бюджетных учреждениях и всем остальным бюджетникам, не охваченным майскими указами президента, в следующем году повысят зарплату на 4%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Как уточнили российской газете в пресс-службе Минтруда, прибавку к зарплате получат также инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование, инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений, специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, долгожданное повышение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, спасателей и пожарных, системы МЧС России, гидробиологов, метеорологов, океанологов, лесников, работников селекционно-семеноводческих центров, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, ветеринарной службы и многих других. В проекте федерального бюджета предусмотрена индексация их зарплат на 4% с 1 января следующего года. В дальнейшем, в 2019-2020 годах, будет индексация также на 4%, сообщил министр. В 2019-2020 годах мы сможем еще к этой теме вернуться. Посмотрим, как будет работать линейка по минимальному размеру оплаты труда. Дело в том, что с 1 января 2018 года также повысится минимальный размер оплаты труда МРОТ на 21,7% до 9489 рублей. А значит, людям, работающим на полную ставку 40 часов в неделю, нельзя будет платить меньше этой суммы. Через год МРОТ опять вырастет. Насколько именно, пока неизвестно, поскольку с 1 января 2019 года минимальная зарплата должна стать равна прожиточному минимуму. А каким будет его размер через год, сейчас никто не знает. Можно лишь сказать, что в настоящий момент прожиточный минимум в России составляет 10 300 рублей. И навряд ли за год эта сумма уменьшится. Что касается бюджетников, попавших в майские указы, все обязательства по увеличению им зарплат должны быть выполнены, пообещал Топилин. Тем более, что в федеральном бюджете заложены и деньги на это. Регионы получат 80 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем в этом году. Согласно указам президента, в 2018 году зарплата многих категорий бюджетников должна стать кратной средней в регионе. Например, зарплаты врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников должны быть вдвое выше, чем средняя по региону. Это значит, что если в регионе установлена средняя зарплата в размере 35 тысяч рублей в месяц, то врачи и ученые должны зарабатывать в среднем 70 тысяч рублей. Статью подготовила Марина Гусенко. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.